Эфир канала БСТ продолжает итоги недели. Добрый вечер, я Элина Насырова. И вот ключевые темы выпуска. Золотые руки, такова и медаль. Милютина Светлана, Республика Башкортостан. Золотая медаль. Анастасия Берсанова, Республика Татарстан. В Уфе завершился финал чемпионата молодых профессионалов. Удастся ли заякорить WorldSkills Башкирии? Мы преклоняем голову перед вашим упорством, перед вашим профессионализмом и вашей еще юношеской дерзостью. Так держать, в добрый путь. Башкортостан всегда вас ждет. Знойное лето. Зафиксирована отметка минус 165 сантиметров. Белая обновила исторический антирекорд. Аграрии не могут приступить к посеву озимых. С апреля засуха началась, такого не было. Возместить ущерб смогут лишь те аграрии, которые застраховали свои посевы. Минуя села и риск аварий. Увеличение комфорта проживания граждан, которые там находятся, и увеличение трафика на этом участке. Федеральная трасса М-12 пройдет через Башкортостан. Детали грандиозного проекта в интервью итогов недели. Золото, 2 серебра и 2 бронзы. Шла к этому 10 лет. Башкирские атлеты триумфально завершили первую неделю Паралимпийских игр в Токио. «96 человек скончались за эту неделю от новой коронавирусной инфекции. Свыше 2000 жителей республики заболели ковидом за последние 7 дней. Болезнь становится все более непредсказуемой и все чаще поражает детей. По данным регионального Минздрава, 15 случаев смерти зафиксировано за прошедшие сутки. Сегодня диагноз подтвердился еще у 300 пациентов. Выявлено и 128 новых случаев заболевания внебольничной пневмонии. Эксперты заявляют, что для выработки коллективного иммунитета нужно вакцинировать как минимум 80% населения. На сегодняшний день первый компонент прививки в Башкирии получили свыше 1 миллиона человек. Полностью завершили вакцинацию 981 тысяча жителей республики. Сразу 3 детей осиротели сегодня в результате аварии в Благовещенском районе. Под колесами погибла 41-летняя жительница деревни Николаевка. При этом водитель, совершивший наезд на пешехода, с места преступления скрылся. К утру он был задержан сотрудниками ГИБДД республики. 50-летний водитель прятался у себя на крыше дома, а вот Hyundai Accent с механическими повреждениями был припаркован на приусадебном участке. Известно, что погибшая одна воспитывала 3 детей. Насмерть сбили пешехода и в Абзелиловском районе. 42-летний житель Магнитогорска угодил под колеса мотоцикла «Урал». При этом 17-летний парень управлял им, не имея водительских прав, а пешеход находился ночью на проезжей части без светоотражающих элементов на одежде. Обстоятельства аварии сейчас уточняются. Ради Хабиров предложил закрепить за Уфой право проведения нацфиналов WorldSkills России. Руководитель Башкортостана подчеркнул, что проведение подобных чемпионатов имеет важное значение в решении вопроса кадрового дефицита. Позиция главы региона: если заякорить финал в одном субъекте, то можно будет создавать капитальные, а не временные сооружения, которые будут работать на повышение престижа рабочих профессий круглый год. В эти минуты в Уфимском амфитеатре продолжается церемония закрытия финала 9-го национального чемпионата молодых профессионалов. О 3 днях оживленных соревнований и тех, кто победил. Айгуль Хатыпова. Золото получает девушка. Это Ксения Семенова, Москва. Красочное шоу и полный зрителей Уфимский амфитеатр в ожидании золотых мастеров своего дела. С флагами своих регионов на сцену выходят победители национального чемпионата. 3 дня состязаний уже позади. Набранные максимальные баллы сегодня обменивают на медали. Я, честно, думала только о положительных эмоциях, потому что накануне произошло очень плохое для меня событие, и меня волновало только это. И я надеялась на хорошие положительные эмоции. Вот. Было сложно, была конкуренция, сильная конкуренция, но мы справились. За звание профессионала в своем деле боролись 1800 конкурсантов из 76 регионов России. Ребята создавали идеальный сад, запускали спутник, расшифровывали геном, демонстрировали результаты разработок в разных областях науки и технологий. Презентовали готовые ювелирные, кулинарные и швейные изделия.
настоящий праздник, настоящей профессии, рабочих специальностей. И мне было так приятно, я постоянно практически не вылазил с площадки. Больше всего мне понравилось общаться с конкурсантами. Это такие молодые ребята, которых вот не ветер в голове, а которые своими руками, своей головой вот овладевают профессией. Это настоящие люди, настоящие. Я считаю, что это будущее нашей страны. Чемпионат не является целью, он является инструментом. Поэтому увеличение количества компетенций – естественный и крайне благожелательный процесс. Каждый день возникают новые профессии. Нехватка трудовых ресурсов – один из главных вызовов времени для всего мира. В Башкортостане активно привлекаются инвестиции для открытия новых производств. Развивается особая экономическая зона Алга в Стерлитамакском и Ишимбайском районах. Территории опережающего социально-экономического развития в моногородах. Позиция главы региона – именно поэтому необходимо развивать систему среднего профессионального образования с учетом потребностей предприятий. Мы должны готовить тех, кто потом пригодится на предприятии и будет вносить реальный вклад в развитие нашей страны и в развитие экономики нашей страны и в народное хозяйство. Ради Хабиров предложил закрепить за Уфой право проведения нацфиналов чемпионата молодых профессионалов. Если заякорить финал в одном субъекте, то можно будет создавать капитальные, а не временные сооружения, которые будут работать на повышение престижа рабочих профессий круглый год. Чемпионат, он является таким локомотивом, я считаю, развития в целом профессионального образования. И мы действительно с главой обсуждали о том, что рассмотреть возможность проведения чемпионатов в Республике Башкортостан, в Уфе, на базе той инфраструктуры, которая создана в рамках национального чемпионата. Конечно, другие регионы, они немножко будут ревниво относиться к этому, но это стоит. Башкортостан сейчас сделал очень просто огромную весомую заявку. Вот эти его слова, они подкрепляются тем, что мы здесь видим. Предприятие «Геоскан Уфа» – то самое, которое организовало шоу дронов на открытии нацфинала чемпионата WorldSkills Россия. В этом году запустило свое производство и станет частью авиационного кластера республики. Это более 300 высокотехнологичных рабочих мест. Общая сумма инвестиций составит около 4 миллиардов рублей. В перспективе компания станет резидентом новой особой экономической зоны технико-внедренческого типа. А создавать здесь будут беспилотные вертолеты и аэротакси. Здесь управление вообще исключается человеческий фактор полностью. Здесь алгоритмы управляют, а не человек. Мы с пункта А в пункт Б закладываем программу, которая вас заставляет. Решить вопрос кадрового дефицита рабочих специальностей должен и первый в Уфе производственно-учебный центр, открытый госкорпорацией «Ростех». Ежегодно здесь будут обучать порядка 2000 сотрудников, которые освоят сразу несколько смежных профессий в рамках одной специальности и получат приоритет при трудоустройстве на заводы компании. Общий объем инвестиций порядка 2,5 миллиардов рублей. Вообще Ростех этим направлением занимается уже последние 2,5 года достаточно активно. Мы очень много объездили всевозможных учебных заведений за рубежом, посмотрели, каким образом готовятся профессиональные именно рабочие люди. Запустили проект в самом Ростехе, называется он «Крылья России», где будет трехуровневая система подготовки специалистов. Это первый уровень. Мы вместе с немецкими коллегами посмотрели их опыт, что-то переняли, что-то свое привнесли. И, конечно, на таком огромном предприятии, безусловно, есть определенная потребность в новых рабочих и новых специальностях. Также на полях чемпионата республика и башкирская сотовая компания подписали соглашение, которое должно обеспечить рост производительности труда не менее чем на 5% ежегодно. Чемпионат WorldSkills Россия позволил понять важность обновления системы профессионального образования. Экономика встала на цифровые рельсы, но без рабочих рук все же никак. Медали, розданные победители чемпионата, определены. Финал WorldSkills Россия завершится салютом над Уфимским амфитеатром. Айгуль Хатыпова, Альбина Хайрульна, Екатерина Тимиряева и Руслан Батаргареев. Итоги недели.
Федеральные чиновники на неделе посетили площадку будущего Уфимского наукограда. Студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра оценивается в 18 миллиардов рублей, 60% из которых – это федеральные средства. Реализация планируется в 3 этапа. Первый IQ-парк Сколково должен быть готов в первом квартале 2022 года. Второй этап касается так называемого центрального ядра, который появится на месте бывшего завода имени Кирова. И третий – это поселок с арендным жильем для преподавателей, в том числе приглашенных. Точно можно сказать, что лучшие площадки для кампуса, и то, как, наверное, от сердца отрывая, но понимая, что это станет действительно центром развития как города, как в целом республики. Но только хочу сказать большие слова благодарности и Радию Фаритовичу, и Александру Геннадьевичу, как руководителю в целом проекта. Город приобретает точно совершенно прям целый район, компактный, удобный, современный, в котором, естественно, будут и студенты, и жители спокойно себя и комфортно чувствовать. С точки зрения науки мы приобретаем, безусловно, новый центр науки, экспорта науки, экспорта образования, потому что мы планируем, что здесь будут учиться не только студенты из Башкортостана, не только из соседних регионов. Мы позиционируем себя как евразийский центр. Отмечу, что на конкурс по созданию кампуса в российских регионах поступило 27 заявок. Проект из Уфы получил высшие баллы от экспертов и министерства. Уфимский хоспис готов более чем наполовину. На неделе строительную площадку посетил глава республики. Ради Хабиров поблагодарил меценатов, поддержавших возведение столь нужного региону объекта для оказания паллиативной помощи детям и взрослым с неизлечимыми заболеваниями. В таком уходе в регионе нуждаются тысячи человек. Ради Хабиров поручил Минздраву уже начинать прорабатывать вопрос отбора и подготовки персонала будущего хосписа. Маленький мой мальчик, любимый сыночек. Ответить маме малыш не может. У 6-летнего Богдана ДЦП и еще огромный список сопутствующих диагнозов. Но от каждого «люблю» на лице мальчика улыбка, которая говорит больше, чем слова. Они так и живут. Что происходит с сыном, Лилия чувствует почти телепатически. Ребенка с такими повышенными потребностями не берут в детский сад. Сложно найти даже просто сиделку на дом. Но какая бы любящая ни была мама, она тоже нуждается в передышке. Мамы с паллиативными детьми лишены такой поддержки, потому что даже няню для ребенка найти непросто. Надеемся, что со строительством хосписа наша жизнь качественно улучшится. Наша – это, значит, наших детей и их родителей. Круглые сутки, все 365 дней в году Яникеевы тоже вынуждены быть вместе. Осложнения после пневмонии сначала сковали Гульнаре ноги, а потом отказали и обе руки. Поэтому Ренату приходится кормить супругу с ложечки в буквальном смысле. И так уже почти 20 лет. Глядя на эти черно-белые фотографии, каждый из них скажет, что на снимках вовсе не они. Там в прошлом счастливые, беззаботные люди, которые даже не представляют, через что им вместе придется пройти. Стараюсь, чтобы приближенно, полноценно чувствовала меня она. Мне уже не до себя. Только я полную работу бросил. Ему для сторон... Какие-то там проблемы с здоровьем у меня нету, я себе не могу позволить такой роскоши. Например, на операции я ни на какие Полгода назад в их жизни появилась Яна, волонтер Уфимского хосписа. Он еще пока только строится, а помощь уже пришла, сама к ним домой. Теперь Ренат может отлучиться в магазин без опаски, что с его гулечкой что-то случилось. Напротив, сейчас она как никогда полна жизни. Сколько не заплатишь денег, не каждый сможет найти язык с тяжело больным человеком. Особенно если он либо маломобилен, либо, может быть, даже плохо разговаривает, трудно его понять. Не каждый ни за какие деньги пойдет на это. Площадь будущего хосписа почти 2,5 гектара. Сейчас подняты стены 3 корпусов. Радио Хабирова рассказали, что одновременно здесь могут находиться 60 человек, которым необходима помощь, 20 детей и 40 взрослых. На первый взгляд не так много, но сделано это для того, чтобы каждому был индивидуальный подход. Огромное спасибо на сегодняшний день тем организациям, тем предприятиям, тем людям, которые здесь работают. Здание практически стоит, на 60% готово, и мы готовы в течение полугода его достроить, и они сдадут.
Строительство хосписа ведут на пожертвования бизнесменов и частных лиц. Многие компании поддержали проект своими услугами и продукцией. Ради Хабиров поблагодарил меценатов за вклад в одно общее большое дело. Еще есть определенный финансовый разрыв, но мы постараемся решить этот вопрос, подчеркнул глава республики. Мы начинали предполагать, что он будет меньше, как минимум в 2 раза, если не в 3. Но он получился большой, потому что мы тоже решили по ходу проектирования, что раз уж лучше 1 раз сделать, это же республиканский хоспис, мы со всей республики будем сюда тяжело больных людей собирать. Поэтому так, я думаю, что на какое-то время он нам даст передышку. А потом в будущие годы посмотрим, если будет потребность. Мы же всегда здесь строим, потом где-то там уже в другом городе. Так, наверное, сделаем. Для взрослых здесь 2-, 3- и 4-местные палаты, для детей одноместные, но вместе с ними смогут жить и родители. Так ребенок точно не почувствует себя в одиночестве. Внутри непривычные для медучреждения торшеры, диваны, игрушки и шторы на окнах, как дома. Фасад здания тоже будет отличаться от обычных больниц. Их выполнят в светлых тонах, а прилегающую территорию благоустроят, и она будет больше похожа на парк. Альбина Хайруллина, Наталья Ярина, Артур Ханов. Итоги недели. Уфа. В Башкирии нелокализованными остаются 2 очага лесных пожаров на площади свыше 2000 гектаров. Горят леса Белорецкого района. Так огонь захватил территорию в 9 километрах от села Верхние Лемезы. Угрозы населенному пункту нет. Имеется естественная преграда ручьи. К тушению привлечены десятки человек, в том числе аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Сложной остается и ситуация близ закрытого территориального образования Межгорье. Там огнем охвачено 810 гектаров леса. Город в безопасности, от огня его отделяет автомобильная дорога. Катастрофа не иначе. Именно так называют аграрии Башкортостана небывалую засуху, которая погубила более 600 тысяч гектаров посевов по всему региону. Ущерб оценивается в десятки миллиардов рублей. Но беда не приходит одна. Пожары уничтожают пастбища и сенокосы. Многие сельчане вынуждены уже сейчас пускать под нож скот, потому что его просто нечем кормить. Вдобавок, многие реки и озера либо обмелели, либо пересохли. Исторического минимума за последние 160 лет достигла и Белая. Как пережить такую аномалию и повторится ли такая ситуация в следующем году, узнал мой коллега Азат Садриев. Из-за жары такой, лен не поспевший, он серый. После распада родного совхоза Гульнара Учашева открыла собственное крестьянско-фермерское хозяйство и сделала упор на выращивание засухоустойчивого льна. Но даже эта культура не выдержала аномальной жары. Выручки от продажи того, что взошло, едва хватит, чтобы закрыть кредиты, взятые под посевную. Но с такой сильной засухой еще не сталкивались. Хотя уже ряда 10 лет, наверное, в Заурале засуха стоит. Но как в этом году, чтоб с апреля засуха началась, такого не было. С апреля у нас вот по август дождей нету. Но бывает вот местами туча там чуть-чуть, туча тут. Ну, 2-3 секунды. Это разве дождь? В хозяйстве также есть небольшое поголовье скота, фуражное зерно для которых сейчас в дефиците. Уборку кормовых культур фермеры закончили за считанные дни. Еще несколько лет назад август для аграриев Зилаирского района был горячей порой. Вся техника работала на полях. Сейчас комбайны стоят в гараже. Они не сломаны, просто уборочная страда завершилась раньше срока. Вырастить запланированный объем урожая не получилось. На весенне-полевые работы аграрии района потратили 54 миллиона рублей. Засеяли 11,5 тысяч гектаров. Но собрать даже то, что посадили, удастся не всем. Средняя урожайность 2 центнера с гектара. В муниципалитете объявлена чрезвычайная ситуация по засухе. Конечно, катастрофа. Даже этот старожилы с 75-м годом сравнивают не так. Потому что даже реки вот проехали, реки высыхают. Крепостной Зилаир там осталось даже лужайки только. И Сакмара обмелела. Вот так выглядит река Крепостной Зилаир сегодня вблизи деревни Кашкарова. Местные вспоминают, как раньше купались на этом пляже, рыбачили. В случившемся винят не только засуху, но и небрежное отношение к природным ресурсам. Варварски уничтожает леса, рубит, потом карьеры, где хотят строить. Вот поэтому вот это Бог видит, поэтому наказание, наверное.
До критического уровня опустились и главные водные артерии республики – реки Белая и Уфа. Специалисты вынуждены сократить сброс воды с Павловского гидроузла из-за снижения притоков на само водохранилище. Побит очередной, так сказать, рекорд. Отрицательный рекорд уровня реки Белой в районе города Уфы. То есть зафиксирована отметка минус 165 сантиметров, которая является за более 130-летнее наблюдение самой минимальной отметкой уровня реки Белой за всю историю наблюдения. Это очень плохо. При этом синоптики прогнозируют, что в наших широтах засуха с каждым годом будет усиливаться. Чтобы обеспечить продовольственную безопасность, с 1 января следующего года начнет работать всероссийская программа мелиорации, благодаря которой аграрии смогут компенсировать до половины затрат на покупку оборудования. Полноценная система полива стоит дорого, и пока что позволить себе ее могут немногие хозяйства республики. Поэтому и убытки колоссальные. Недополученная прибыль экспертами нашими республиканскими оценивается в размере более 30 миллиардов рублей. Это потому, что все-таки наши аграрии готовились к этому сезону очень хорошо. Закупили технику в прошлом году на 10,5 миллиардов рублей. Больше закупили удобрений. Но, однако, урожай ожидается не более 2 миллионов тонн. Около 2 миллионов тонн зерна. Это более чем в 2 раза меньше, чем в прошлом году. В 41 районе республики объявлена чрезвычайная ситуация из-за засухи. Минсельхоз Башкирии готовит документы, чтобы включить в этот список и другие пострадавшие муниципалитеты. Возместить ущерб смогут те аграрии, которые застраховали свои посевы. По данным Министерства сельского хозяйства, это всего 6% фермеров с общей площадью полей в 107 тысяч гектаров. Прорабатываются вопросы поддержки остальных. Азат Садриев, Владимир Шевчук, Роман Мукуфа. Итоги недели. Республиканская прокуратура взяла на личный контроль расследование уголовного дела по факту смерти ребенка в Хайбулинском районе. 6-летний мальчик скончался в результате обширных ожогов, полученных из-за взрыва бочки с карбидом. Емкость с воспламеняющимся веществом лежала на улице после тушения пожара, а сдетонировала она именно в тот момент, когда рядом оказались 2 детей, которые шли накормить бездомных собак. Ребята получили сильнейшие ожоги. За жизнь 2-го мальчика сейчас борются медики. Кто виноват в случившемся, попытался выяснить Радмир Азнабаев. От одежды у них ничего не осталось. Оно прям живем. Как говорится, горело на них. У Зульфиры Нигматуллиной отнимаются ноги. Она похоронила младшего сына, даже толком не попрощавшись. 6-летнего Айнура привезли в закрытом гробу. Его тело обгорело на 90% в результате взрыва баллона с карбидом. На этих кадрах с камеры видеонаблюдения Айнур и его 7-летний друг Байрас беззаботно идут в сторону гаражного кооператива. Там они обычно ухаживали за щенятами. Здесь ребята наткнулись на баллон с карбидом. Он был накрыт картоном. По версии следователей, мальчики начали его поджигать, в результате чего баллон и взорвался. Но местные уверяют, что Айнур и Байрас просто проходили мимо уже горящей бочки, когда произошел хлопок. Баллон горел. И тут ребятишки шли. И вот взрыв я слышала, выбегаю. И тут взорвался уже мальчишка. Он вообще весь уже обгорелый был. Они возле баллона не играли, не с зажигалками, да? Ничего? Нет, ничем не играли. У них в руках ничего не было. Сначала детей госпитализировали в местную больницу, а после на вертолете транспортировали в Уфимский ожоговый центр. В первые часы после взрыва мальчики пребывали в шоковом состоянии, даже могли бегать, рассказывает мама погибшего Айнура. Приемный покой и вот эта реанимация, они уже на ногах встречали наших детей. Но они, конечно, были, наверное, в шоковом состоянии, потому что говорят, что они сами забежали на 3-й этаж, на 3-м этаже носились. Бегали, говорят, кричали друг другу. Говорят, мы, выздоровеем, мы, будем лучшими друзьями. Даже ножки, следочки от ножек. Босиком, бегали, потому что шлепки все воспламенились, сгорели. Байрас получил ожоги 1, 2 и 3 степени тяжести. Его тело обгорело на 40%. На этой неделе он пришел в сознание, но все так же находится в крайне тяжелом состоянии. Мальчик еще не осознает, что произошло, а самое главное, что его лучшего друга уже нет в живых. Врачи, естественно, делают все, что могут. Открыл глазки он вчера, то есть пытается, у него трубка в горле находится, он
пытается, губами шевелит. Пожар в гаражном кооперативе «Акьяра» произошел неделю назад. Во время тушения спасатели вытащили из гаража баллон с карбидом. Как только огонь ликвидировали, сотрудники залили бочку водой и уехали, а емкость с взрывчатым веществом так и осталась на улице. В МЧС уверяют, бочка не могла взорваться сама, ее подожгли. Только, видимо, они не учли, что карбид не менее опасен при контакте с водой, не только с огнем. Чтобы произошло воспламенение любой газовоздушной смеси, необходим источник зажигания. С момента полной ликвидации горения до повторного возникновения прошло около 3 часов. При этом признаков горения замечено не было. Жалоб от населения не поступало. Между тем возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования. Свою проверку организовала и Республиканская прокуратура. Надзорный орган выявил, что гаражи установлены в этом массиве незаконно. Местная администрация не осуществила нужный земельный контроль и не выявила собственников. По-хорошему, гаражей здесь быть вообще не должно. Прокуратура района выявила, что пожар случился в массиве самовольно установленных гаражей. Местные органы власти не осуществляли надлежащим образом земельный контроль, не принимали мер по установлению собственников и сносу незаконно размещенных сооружений. В связи с этим прокуратура внесла в адрес главы районной администрации представление с требованием незамедлительно устранить нарушения и привлечь виновных лиц к ответственности. В местной администрации говорят, что стихийные гаражи в этом месте стоят уже около 10 лет, но комментировать ситуацию никто из присутствующих на рабочем месте не стал. Глава администрации и все его заместители оказались в отъезде. Администрация не установила ни собственников, не решила вопрос по сносу. Там их вообще не должно быть, по версии прокуратуры. Это я не могу комментировать. А кто может? Возможно, отдел строительства или кто-то. Но администрация же все это должна решать. Сколько лет они там уже, эти гаражи, не скажете? Гаражи лет 10, наверное, я точно не скажу. 10 лет находится. Не могу сказать, не могу. Погибший Айнур был 4-м сыном в семье, самым младшим. Похоронили его в родной деревне Байгускарово, недалеко от Акьяра. Что касается 7-летнего Байраса, врачи не дают никаких прогнозов. Что произошло в тот злополучный день среди гаражей, предстоит выяснить правоохранительным органам. Радмир Азнабаев, Азамат Мухаммеджин и Игорь Иванов. Итоги недели. Хайбулинский район. А теперь о событиях, без которых эта неделя была бы неполной. Обзор новостей короткой строкой от моего коллеги Руслана Батыргареева. Бывшие сотрудники одного из отделов ГИБДД стали фигурантами уголовного дела. По версии следствия, они брали взятки за выдачу водительских прав без экзамена. Подозреваемые создали преступную группировку и выдавали удостоверения без сдачи обязательных испытаний. Стоимость документа могла достигать до 40 тысяч рублей в зависимости от категории транспортного средства и их количества. Деятельность преступного сообщества пресекли в марте. 5 фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Один находится под домашним арестом, а бывший начальник отдела объявлен в розыск. Подать заявку на дегазификацию теперь можно через офисы МФЦ. Речь о масштабном проекте проведения голубого топлива до границ земельных участков собственников. Услуга для жителей республики бесплатна. Напомним, поручение подвести газ до границ земельных участков дал Владимир Путин. Финансовое вложение в программу в республике составит 22 миллиарда рублей. Чтобы обеспечить себя голубым топливом по соцпрограмме, собственники могут оставить заявку на сайте компании «Газпром Газораспределение Уфа», на портале единого оператора газификации России, а также через МФЦ. На этой неделе президент страны принял решение, которое уже затрагивает пенсионеров. Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тысяч рублей тем, кто находится на заслуженном отдыхе. Выплаты ожидаются в сентябре на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления. Отдельно отмечается, что эти выплаты защищены от каких-либо штрафов и пений. 9 новых путепроводов планируют построить в Башкортостане на месте опасных железнодорожных переездов. Необходимость в этом возникает из-за того, что, несмотря на предпринимаемые меры, места пересечения рельсовых путей и автодорог остаются смертельно опасными для водителей и их пассажиров. В первой половине 2021 года в республике произошло 8 ДТП на ЖД-переездах, в которых погибли 3 человека, 4 получили ранения.
Прививка взамен на дефицитный этим засушливым летом товар. В Аскино подвели итоги акции «Вакцинируйся, получи сено». Розыгрыш инициировала местная администрация. Участвовали в нем вакцинированные жители сельских поселений района, имеющие личное подсобное хозяйство. Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо было привиться первым компонентом вакцины в период с 11 по 21 августа. В итоге таковых оказалось более 300 человек, но имеющих ЛПХ только 76. Среди них и состоялся розыгрыш сена с помощью жеребьевки. Жители Уфы могут сами определить парк, который нуждается в благоустройстве в первую очередь. Ради Хабиров запустил опрос у себя на странице в социальных сетях. Глава республики проехался по столичным паркам и определил сроки начала реконструкции. Большая часть из них преобразится к 450-летию Уфы. Подробности в материале Динары Таймасхановой. И нам здесь, в Черниковке, не хватает таких парков, чтобы дети здесь собирались. Красота, которая была здесь когда-то, осталась только на архивных снимках. Парк культуры и отдыха нефтехимиков пришел в запустение в 90-е. Местные жители попросили Радия Хабирова, чтобы после реконструкции появились велосипедные и беговые дорожки, а также спортплощадка, где могли бы заниматься, в том числе воспитанники, расположенные рядом школы Олимпийского резерва. Его 2 года будем делать, чтобы вы понимали. 2 года здесь будет работать. За раз мы Первомайский же тоже 2 года делали. И вот Кашкадан мы сейчас делаем уже. Кашкадан вообще 2,5 года, потому что хороший парк быстро не делается. Ради Хабиров посетил и ту самую школу Олимпийского резерва. Вот уже почти 9 лет из-за прохудившейся крыши она находится в аварийном состоянии. А ведь здесь воспитали ни одного мастера спорта по художественной гимнастике. В этом году строители приступили к капитальному ремонту здания. На эти цели выделено 24 миллиона рублей. Кровля, фасад. Так, а обследование стен сделали, фундаменты, все нормально, да, здесь? Все нормально, да? То есть кровля, крыша. Крыша, потолок. Да, потолок, внутреннее электроснабжение, фасады. Жители дворов по улице Орджоникидзе поблагодарили Радия Хабирова за ремонт придомовых территорий. Благодаря программе «Башкирские дворики» заасфальтировали проезд и тротуары. Появилась парковка, освещение и детские площадки. Дожить до 80 лет и видеть такую красоту, что я еще живу, я вижу. Это такая красота. Парк ходим, парк какой. Все красиво, настолько все красиво. А вот к ремонту подъездов в домах по этой же улице у главы республики были замечания. В одной из многоэтажек оставили открытыми коммуникационные кабели. Недочеты должны быть устранены. Еще одно излюбленное место отдыха горожан – парк имени лесоводов Башкортостана. Он был создан еще в 1966 году. Сейчас территория парка нуждается в дальнейшем благоустройстве. Я бы 21 или 22 год потратил на публичное обсуждение, на научные исследования, на подготовку проекта. А в 23-24 тут точно мы года 2, а может быть даже 3 будем заниматься. Тут парк большой, там больше 100 гектар. Вот получается 24 год, 24-25 год. Здесь будет один из самых любимых мест. Не только это парк республиканский, по сути. Туда будет приезжать. Мы должны сделать такие точки притяжения, чтобы приезжали хотя бы с ближайших районов отдохнуть здесь и погулять. В Октябрьском районе Уфы появится сквер птицы. Уже готовы беговые дорожки, тротуары. Строители приступили к установке специальной велосипедной трассы памп-трека. На площадке возведут амфитеатр, арт-объекты, будут условия для занятия спортом. На своей странице в соцсетях глава республики запустил опрос. Любой житель Уфы, поучаствовав в нем, может определить, какой следующий парк столицы должен преобразиться. Динара Таймасханова, Азат Ишбулатов. Итоги недели. В скором времени в республике начнется строительство участка федеральной трассы М7 «Волга». Он станет частью будущей скоростной магистрали М12 Москва-Казань, которую по поручению президента России Владимира Путина продлят до Екатеринбурга. Дорога пройдет в обход 5 населенных пунктов и будет способствовать увеличению трафика. О развитии транспортной инфраструктуры в регионе в интервью нашему телеканалу рассказал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.
Роман Витальевич, рады видеть вас в Уфе. Вы у нас не впервые. Вот мы сейчас с вами находимся на главной артерии нашего города. Это Бельский мост. Весь город, вся республика ждет окончания этого строительства. Вот пока вы ехали, сейчас час пик, наверняка попали в небольшую пробку. Как вообще оцениваете движение в Уфе? Движение активное, но Уфа примечательна тем, что улицы и дороги достаточно широкие, и пропускная способность у них высокая. Но именно вот в таких местах, как то, в котором мы находимся, это пересечение водной преграды, реки и то мостовое сооружение, которое до этого здесь работало, но, естественно, не справлялось с тем движением, которое было. Коллеги оценивают примерно в 45 тысяч автомобилей в сутки. Это уже сверхвысокая интенсивность. И те решения технологические, которые на сегодня приняты, они достаточно оптимальные, объективные и, уверен, позволят вот эту транспортную проблематику в этой точке расшить. Это понятно. Это действительно очень важная развязка в нашем городе. Мы здесь встречаем всех, кто приезжает к нам, но не менее важный еще один вопрос, тоже инфраструктурный проект, это Восточный выезд. Как оцениваете ход работы, вот коротко? И этот объект, и Восточный выход из Уфы, они софинансируются из федерального бюджета, поэтому мы мониторим процесс работ, который происходит и здесь, и на том объекте. Оцениваем высоко. На сегодняшний день все показатели по текущему выполнению работы выполняются, работы в графике. Есть уверенность, что за счет тех ресурсов, которые выделяются на эти объекты, они будут реализованы своевременно. Ну и, конечно, главный объект, о котором, наверное, говорят все, один из проектов, который, наверное, известен на всю страну, он важный, грандиозный, долгосрочный, очень дорогостоящий. Это трасса М-12. Москва, Казань, Екатеринбург. Очень важным является участок на территории Башкортостана. С главой республики мы обсуждаем весь перечень подготовительных мероприятий, которые необходимо выполнить для того, чтобы стройка эффективно стартовала. Это переустройство и взаимодействие с владельцами коммуникаций. Их 41 коммуникация, 6 владельцев. С каждым надо наладить отношения для того, чтобы ничьи интересы не прижать, в то же время обеспечить освобождение строительной площадки. Это большой объем инертных материалов, необходимый для строительства. Примерно в объеме 5 миллионов тонн для этого участка понадобится. На том участке М7, который мы будем строить, это обход 5 населенных пунктов. Это, естественно, увеличение комфорта проживания граждан, которые там находятся, и увеличение трафика на этом участке. Поэтому... Ну вот пандемия, непростая ситуация в мире, в стране, вот не помешает, не придется переносить. Мы уже уверены, что она нам не помешала в период ее разгара, и в период развития событий уж не помешает точно. Мы умеем работать, мы умеем себя защищать, мы все активно вакцинируемся, у кого нет на это противопоказаний, дорожники, я имею в виду. Поэтому мы четко видим цель и к ней идем. Спасибо, Роман Витальевич. Зеленого светофора и вам на Спасибо, наших дорогах. И вам. Башкирские атлеты триумфально завершили первую неделю Паралимпийских игр в Токио. Сегодня Анна Крившина завоевала серебряную награду в плавании на 50 метров в вольном стиле. Таким образом, в копилке башкирского спорта уже 5 наград. 1 золото, 2 серебра и 2 бронзы. Успехи достигнуты в плавании, настольном теннисе и фехтовании на колясках. Впереди еще неделя состязаний. Закрытие игр в Токио пройдет в следующее воскресенье. Артем Кочешев расскажет о тех, кто преодолел себя, обстоятельства и спустя 9 лет снова подарил нам медали Паралимпиады. Башкортостан всегда задавал тон в легкой атлетике, плавании и фехтовании на Паралимпиадах. Но представители настольного тенниса – дебютанты игр. Еще никогда в истории спортсмены из нашей республики не выступали за страну в этой дисциплине. Любопытно, что именно в этом виде спорта завоевана первая и пока единственная башкирская золотая медаль Токио. Героиней субботних состязаний стала Елена Прокофьева. Встретились уже в 2011 году, и как-то вот Алена втянулась еще раз в свой любимый вид спорта. И дальше пошли соревнования, сначала всероссийские, а потом международные, и, в общем, пока все получается. В настольном теннисе отбор на игры самое сложное, и если удалось попасть в список участников, это уже успех. В этом виде программы квот не так много, и отобраться можно только если выиграешь на чемпионате континента. Спарринг-партнер Елены Марс Габдуллин не смог отобраться на игры, но в ее успехе был уверен.
она никогда не сдается, она до конца. Бывает на тренировках даже выигрываешь 10-4, думаешь, что там одно очко взять осталось. В итоге 10-10, и вот в концовке там в разные стороны бывает результат. Четвертый год Никита Нагаев привыкает к новым реалиям. В прошлом член российской сборной по кадетам и юниорам. Он участвовал в чемпионатах Европы и мира, без приставки «пара». Но травма колена и голеностопа заставила найти себя в фехтовании на колясках. Первое время не получалось, но теперь Никита – бронзовый призер игр. Это долгий труд, это большое количество соревнований, выступлений, и все в сумме только дает такой результат. В плавании республику представляет наибольшее число спортсменов – 6 человек. На их счету уже 3 медали Токио. Среди призеров Анна Крившина. 4-кратная чемпионка мира, выступила в самом сложном классе С-13. Результатом стала серебряная медаль на дистанции 50 метров вольным стилем. Получается, шла к этому 10 лет. Да, потому что в 16-м отстранили, в 20-м тоже не поехали. Но это как-то все равно придало сил больше, чем отняло. Потому что, раз такие испытания Вселенная тебе дает, значит, там впереди ждет тебя очень что-то невероятное. Дольше всех переживала за место в составе сборной одна из восходящих звездочек Эделина Разединова. После бронзового заплыва на Европе ее имя какое-то время оставалось в списке кандидатов на Паралимпиаду, а не участников. Но в итоге тренеры приняли решение оставить Разединову. И не прогадали. Результат – бронзовая медаль на дистанции 100 метров брасом. Это моя основная дистанция. Не то чтобы любимая, основная. Но любимая. Еще одним призером стал Андрей Николаев из Салавата. Он остановился в шаге от золота на дистанции 100 метров вольным стилем. Наши спортсмены в настольном теннисе и фехтовании завершили свои выступления на играх. На следующей неделе за награды продолжат бороться пловцы и легкоатлеты. В следующее воскресенье соревновательную программу игр завершит марафон. Одной из главных претенденток на победу является башкирская спортсменка Елена Паутова. Артем Кочешев, Юлия Паршина. Итоги недели. 6-й выпуск дневников национального чемпионата WorldSkills России смотрите через несколько минут. Сегодня наши коллеги расскажут о том, как шла подготовка к торжественной церемонии закрытия. Также готовятся репортажи о самых интересных моментах соревнований и дайджест главных событий нацфинала в Уфе. Не переключайтесь, я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.